Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня мы расскажем вам о нескольких наших спасенышах, которые разъехались по семьям. Начну со щенка Ляли. Ей повезло дважды. Один раз, когда за ее спасение взялась в Якутске добрая женщина Алена. Щенульке удалось миновать и не попасть в ППЖ, но она замерзала в мороз. Девочка, да? Ты девочка, да? На, смотри. Ой, какая девочка. Холодно. На. Что? Голодная девочка. Нашли. След от ошейника выбросили, походу, ее. Ой, бедный ребенок. Вот нашла щенка. Вот она. Пойдем в ветклинику на прививку. Пешком. Люди, что первый раз ее пригрели ненадолго, выпустили снова на холод. И только Алена, узнав о ней, поехала ее искать. И ведь чудом, но нашла. Схватив ее, понеслась в клинику. Потом искала, где же в подсобке ее передержать. Передержки не было. Так прошло около месяца. Она о ней заботилась. До того, как прилетела она ко мне. И во второй раз повезло девчушке, что она не засиделась на передержке и уехала на пристройство в Эстонию, где очень быстро, за неделю буквально обрела свою семью. Чудеса случаются, когда рождаются под счастливой звездой или им встречаются правильные люди. Это о нашей Ляле. Пожелаем малышке долгой счастливой жизни и поблагодарим всех, кто принимал участие в ее спасении. И Алену, которая немало с ней побегала, и семью, что приютила нашу якутяночку, и всех тех, кто финансово помогал нам ее перевозить в Москву и содержать здесь, в Москве. Спасибо, друзья. Черного брутального Жака выводили из жуткого вольера в марте прошлого года истощенным. В вольере сидели агрессивные, там было несколько загрызанных его черных сородичей. Мы успели забрать двоих – Жака и Тимми. Оба пристроены. Большие, безобидные, мухи не обидят. О характере добродушного тюфяка Жака могу рассказывать много. Со всеми ладил на передержке, никого никогда не обижал, несмотря на свои внушительные размеры. Я всегда смотрю на этих огромных добряков через призму, а ведь их могло уже не быть. И никогда не пойму, за что этих больших добряков убивают. За то, что люди трусливые, так это проблема людей. И люди виноваты в их рождении. А в большой собаке какая же большая душа и много любви к человеку. Хорошо, что есть на планете люди, которые умеют это ценить. И поняв это, они берут и вторую, и третью собаку, только чтобы им было веселее. Какое же счастье видеть счастливыми эти невинные существа. Спасибо добрым людям, понимающим людям. Будь счастлив, наш Жак. Мы очень старались, чтобы ты был счастлив.
История Линды, друзья, такова. Можно сказать, ее спасла хозяйская собака, живущая в будке на цепи. В то время, когда хозяева старались всеми способами избавиться от Линды, которая к ним прибилась, то собака, их домашняя, пускала Линду в будку и даже оставляла ей еду, делилась едой. Хозяева дважды увозили Линду подальше, в разные далекие деревни, и выбрасывали ее там, чтобы она заблудилась. За 20 и 30 километров, непонятно как, но Линда возвращалась. Через время находила этот же дом и опять дружила с хозяйской собакой. Вот так 2 раза ее выкидывали подальше от дома, чтобы она не объедала домашнюю собаку. За 20-30 километров отвозили. 2 раза. И она на протяжении 4 месяцев 2 раза отвозимая возвращалась снова к этим хозяевам. Она их выбрала, но они не оценили. Не оценили, что она хочет жить у них. Ой, как смотрит. По приезду в Москву, не прожив и месяца, сразу после фотосессии Линда уехала в семью Светланы. Готово, готово лежанка. Нет. Иди посмотри на свою лежанку. Ты здесь посмотри на остаешься свое на место. Пойдем, смотри. Смотри, она собирается обратно. Ну да, со мной уже хочет. Ложись. Ложись сюда, ложись. Иди сюда, ложись. Давай, не бойся. Я не забыл, бойся. надо было мне с собой вкусняшки взять. Нет, не Ой, а у меня бойся. Куда? вкусняшки есть. Сейчас я Куда отпущу. ты? Взятку дать ей надо. Лина, иди сюда. Лина. Лина, иди сюда. Ой, вот ты как... Ай. Дитяшка. Ай, молодец. Дитяшка. Ай, молодец. Так, теперь с места. Не привыкла на таком месте спать, да? Конечно, не привык. Все еще? Или хватит? А вон померишь ей ошибок? Это вы, да не надо много давать. надо. Это я вот своей даю там. Померишь? Нифига себе, какой ошейник. Если бы Готовились. на меня такой ошейник, я бы тоже остался. Так, Алла, выбери, пожалуйста. Так, Лин, давай тебя снимем. Сказали, это надо вернуть обязательно. Дежурный. Да не надо, вернуть. Не-не-не, Лариса сказала, надо. А, Лариса сказала, ну, Лариса тогда. А, да мы чересчур. Ну, здесь уменьшить просто надо и все. И там это сам даже. Да. Ну, как тебе? Это поменьше надо сделать, конечно. Смотри, этот цвет тебе даже больше идет. Ну, и как тебе? Все, уже нюхает там, все место свое. Вот где ты будешь. Всё. Опять сюда. Тут там. Даже я тут больше знаю. Конечно. Они вот это... Подожди здесь, все. Здесь остается. Лина, иди сюда, Лин. Лина. Линда. Лина. Иди сюда. Вот, молодец. Иди, моя хорошая. Все. Все, сам. Знаешь, что старше? До свидания. Ну, давай. Все, спасибо большое, Роман. Ага. Свет. Лин, ну все. Леночка, ну все, мой хороший. Все, мой хороший. Пойдемте еще там. Смотри, как она стоит. Лина, ну все. Ты представляешь, вот насколько, да? Вот полюбила человека и все. Ленусик. Свет, позови. Линка, пойдем. Сейчас ее зовут Лина. Девчушка учится жить в тепле, по распорядку квартирной жизни, с выгулами и не переживать, где раздобыть еды, не выкинут ли и не отвезут ли на 101-й километр. За здоровьем пока Светлана наблюдает, и точно предстоит стерилизация в ближайшие месяцы. И спасибо огромное Светлане, что рассмотрела нашу девочку и взяла к себе, недолго думая.
Она действительно замечательная и уже выучила несколько команд. Будьте счастливы, Светлана и Лина. В ноябре 2021 года мы спасли 3 сидящих в одном вольере очень добрых, трепетных подростков. Было им до года. Это Бьюти, о ней был ролик месяцев 9 назад. Это Бетти, она еще на передержке. И Месси, темненькая, всегда позитивная, всегда улыбающаяся скромняшка. Я тогда не могла выбрать из них одного, забрала 3. Запали они мне в душу. Вот она, Матюшка. Матюшка моя маленькая. Ой. Мэй. Привет, девочка. Ой. Матюшка, кольце. Кольце спряталась? Ох, Маська какая. Ох, это Маська. Ой, маленькая чепуха. Где чепуха? Сидишь, Вань, ты улыбаешься? Собака, которая умеет улыбаться. Мисюш, покажи нам, как ты Вот улыбаешься. она улыбается. Вот Хвостиком машет. краешки поджимает, да? И получается улыбка. У Маськи улыбка. Что такое серьезно? Да, улыбка. Скажи, у меня сейчас должен быть ужин. А тут скажи, какая-то съемка. Все, Масюш, ты молодец, ты улыбака такая. Улыбка. Улыбка. Собака улыбака. Да. Ну что ты куда ты? Я еще и целовака. Собака целовака. Собака такая. Собака целовака. Да что такое? Что такое? Любимицей стала Месси. Она нереально хороша и также хотела ей счастья, чтобы любили и жила в заботе. Не сразу это получилось. Пришлось годик пожить на передержке. Но и там она со всеми дружила, ни одного нарекания. Девчушка с золотым характером. И вот она в семье. По приезду опять скромничает, ищет укромный уголок, но через несколько дней оттаивает и принимает перемены в своей жизни. Ведь люди желают ей только добра. Будь счастлива, малышка Месси, и ничего теперь не бойся. Друзья, должна сказать, что на ролике с приветами помощь не идет, к сожалению. Нерешенных проблем много, и я вынуждена просить вашей помощи и в этом ролике тоже. Да, эти собачули пристроены, но остается еще очень много, более 200, которым нужна помощь. Друзья, откликайтесь, пожалуйста. Им очень нужна ваша помощь.